Армен Дюхельвиль, Воломацевели. Потому что он был умным человеком, он понимал, что к чему. А вот пойти таким образом против войска, дать себя убить, они стремились, чтобы их убивали. От Сирии, от Ламболчина, а вот воиниш бушун, шаша, чуяхан, шаша, волояч, короче. Абсолютно шаг табасыш. Они действительно это верят. Саши, кояцут, а я же знал людей, которых там фанатели от этого. Да, мужественные люди, Саши, кояцут, а просто их обманули как бы. Самые, как сказать, бравые, мужественные глупцы – это наши люди. Именно в Нохчебуй. Когда он фанатичен, он очень опасен. Поэтому, если мы оставим это, то ислам потеряет очень-очень глупых, очень смелых, отважных воинов, как бы. Понимаешь? И Адица нам тут Асаквалом Мадати, если по большому счету, там, если такие ништяки им в раю предлагают, с этим понятно, Боже, еще есть мотивация какая-то, ну, в этой вере. А вот сам Саквалер, куда зутре околдук фанатично, тешар, там ничего практически им не обещается. Даже наоборот, Мухаммед их все время ругает, порицает, Жорж Тахерду, там вы глупые, 2 раза глупее мужчины, там с ослами, там с собаками сравнивает. Ну, и поэтому там ще, ну, док Тешаринц на последнем стриме вот, антитеррора тоже одна топила за ислам, искренне веры, или она работница какая. Вот удивительно, они за что топят, ничего не получают взамен. Даже просто обещаний нету чего-то, каких-то благ. Аслан, то, что эти люди искренни, у меня абсолютно нет сомнений, потому что я сам был искренен. Ну, а Чубалы Бючбеш, я не знаю, но я имею в виду именно про Я про фанатичную набой. женщин говорю, про женщин именно. Им-то ничего не обещается, вообще ничего. Так Ну, вообще на когда всех 7 уровнях у Мадатчика. Сам же 7 уровней. Действительно там Тигамуду ничего нет для Хаян, женщин. там есть ревность по отношению к женщине. То есть Аллах сделает так, что Зудюй Цун даже больше, чем мужчина Хардубоша, что даже это не описывается. Ну, то есть, как ты опишешь, как Имаджуэла, да, сказать? вообще. А серьезно, Да, был он Эллим не делал жопу описывает, полностью. в общем, да, не Представляешь описывает. себе? Мечты тоже делать, да. Не, что хейл, шхаттак, модела, ты А не просто думай. слушай, а? Да, слушай и все. Вопросы глупые не задавай. Ой, Асуи, когда я задал такой вопрос прямо этим Медине, отдаешь, получается. Ты знаешь, что они мне ответили? Я некоторые вопросы задавал. Я искренне задавал эти вопросы. Действительно, also hard what я. Никакого ответа я не получил. Единственный ответ, который я получил, это типа, ну, вообще не задавай себе такие вопросы. Это вас от шайтана. И, в общем, придурок хл. Просто не задавай такие вопросы. Будь придурком. Свое мышление там оставь у себя там в гараже. И все, короче. И верь. Вот такой ответ я получил. В общем, Перми хатта что, а я штеш, короче, Бадия хатта шел. И мухет он, да. Тогда как мне Tahtiitalio, уверовать? Mentienio, Tahtiatio, Sayan бич пособежишь. Ну, это я же понял, что что-то не так, поэтому же я обратно пришел. Zudrīkšā cām to, Muhammadošie, Khadīža, Tляш, Ulšolšaina. Короче, Мария Ми Айса поймали, да.
Фараоны зуди исчезутори елсмада. Что я провершил, может, по исчезутори он елсмада. Что еще? Фараон не зудат, адамы егиз. Собордеться. Шиче наиги нус, наиги, по идее, и нус шич холла. Короче, берет адиги, наложишь на их фараон не дякуч. А яйца Россия, говорю, скорее всего. Та, которая, мол, типа, получила замок. Иссалям от Аллаха. В раю, короче, в аламат, короче. Ее яйца. Россия, ее яйца. Ю-ю. Вообще, если вы хотите узнать, откуда источники Адаппа, в шумерской мифологии есть Адаппа, Адам. Как этот Пармат написал, у семиту нету буквы П. Ой, да, П нету. Поэтому Адам воли. А по идее это Адаппа. Адап. Что ты даешь? Прочитайте просто шумерскую мифологию. И мифологию более царкач, правдоподобно, это сон. Ну, это мифология, как бы. Ну, как есть, так и есть. Потом я задавался вопросом себе, Армат. Я говорил себе, ведь там в исламе же говорится, мол, от Адама до последнего пророка, там, туда-сюда были там верования, люди верили в Аллаха, потом идолопоклонничество, короче, со времени, короче, хан Мацузжевал, посланник Шбахкич. И я думал, мол, может, у шумер там, они взяли это у тех, кто были до них, и постепенно вот таким образом, я думал, суть-то не меняется. Это мобус. Просто мне непонятно одно, почему есть разные религии, почему есть разные там секты есть. В одной и той же религии есть секты, недопонимание есть, не единый ум, да, понимаешь, Чтобы о чем я? ты в этом бочке дерьма искал ложку меда. И так и сдох, не найдя его. Но вся бочка это дерьмо. Асия, я вот служан кятерка фараоне, Асия, ятер. Te ujel dakca dosu, no faraoni zudi, eisa poemari, nani šī zudkarion. Предсмертная мука, ушел, ходишь, ты дурак, ты там. И что интересно, Дерек Пармат, маш толшимосу, и Сисер, и Хаттер Асия, зовут поделится. его фараон, Адешур, давай, Джиджи. Асия это жена фараона, а не служанка. Да, и она, ей гарантирован рай при жизни был. С Хамбинер, то, что муж будет в аду, а типа она будет в раю. И вопрос, что уже Кирна Дуса и Ляч, Сакверчу Адуй, вот зачем, какой смысл был делать это испытание для этого человека в предсмертных муках? И он не на царь. Какой его смысл был этого? Сокирч малацец у меня. В предсмертных муках образно, если даже... Хажла, Цигамуду Хайон, он, когда она была в предсмертной агонии, примерно представь ситуацию, да, она лежит на кровати, и Хэй наш волша, и он типа все встречи со своими сестрами, Охадижа, ну, наподобие Иштутига. Встретиться со своими сестрами, с Асией и с Марьям. Они будут моими женами, Богцу. Потом еще добавляет это. И она, говорит, сквозь боль
ну, как бы перетерпела, заулыбнулась. На ее лице было видно беспокойство, было видно. Комментарий у тебя, видишь. Видно было беспокойство. Потому что потом, когда ел чултяха, Хадиджа приходит к пророку и говорит: о, посланник Аллаха, в чем же, ну, типа, образно, в чем же была вина моей матери, что ты ее вот так вот в предсмертных муках, да, и испытал ее, ну, вот, и вот так вот ее, типа, даже не испытал, а мудо оскорбить унина и бяхчу надо индукцию, хватит. И он говорит, потом отвечает: великая, типа, миссия у женщины, типа, не миссия, а муэрдером, великий, самый хлгум для женщины — это ревность Богцу. И, типа, я хотел, чтобы она смогла перебороть ее, типа, и чтобы она испытала это чувство ревности, и чтобы могла с ним справиться, потому что наград юбацуно. Я не понимаю этой сути. Это Хадиджа, ей и так образно, не Хадиджа, а как ее, Хадиджа, то ей и так за рай гарантирован. Просто интересно, ей и так рай гарантирован. Он сами говорит: встретиться с сестрами своими, Асией и Мариам. Вот примерно Мариам, Аиса Паямари, на каком уровне она будет, Иштихушмаде. Да, если она встретит, зачем ее испытывать еще раз? На следующее потом пришла дочь и спрашивает: зачем ты оскорбил мою мать? Он говорит, это типа было не оскорбление, это было, чтобы она, Муэрдаруна, преодолела вот эту свою ревность. Он почему дочь пришла с претензиями к нему? Значит, было что-то, правильно? Значит, он ее как-то задела, ее мать. На ветру был этот слух у них. Они увидели то, что Ерезиоти даже в предсмертных. Противоречие он себя. Смотри, если бы она не ревновала, то почему она обиделась бы? Вот. И дух Бог. Так, зачем образно вот эти муки? Нет, лишь зудяли не отбахцу. Конечно, наверное, он боялся жениться, и еще на женщинах, потому что богатый, он ее доит жить по факту. И доить тяжче, уходящ малари. Короче, и какой смысл? И издевательство яца над чувством человека, я больше другого смысла не вижу. Издевательство и яца. Ведь образно я что должен сказать своей супруге, которая будет умирать в предсмертных агониях, да? Встретиться с ними в раю, они будут моими женами, боже. И вот чтобы испытать ее ревность, это же идиотизм, Так, получается, по сунне мы должны вот так соблюдать, что ли? Вот ты умрешь, я на это и женюсь. Сможешь испытать эту ревность, можешь себе заключить или нет? Если она сможет, она типа... А если она не сможет, тогда какой грех на ней? Она что, в рай не попадет? Короче, это... И дархса кюарча, да, я хотел просто понять суть самой, вот зачем это надо было делать перед смертью, когда уже ты был убежден, что человек уже не выживет. Ярари, в этом скрыт большой философский смысл. Она, наверное, легко умерла после этих слов, подумав, чем с таким мужем жить, лучше я помру. Не, ну, у меня всегда вот эта задача, я всегда лёха смысл, и вообще контекст я доходится, почему человек те или иные вещи совершает. И что интересно было. И вот именно вот в этом случае мне было это интересно. Это невероятно. Он и человек ненавистный волш, всю жизнь ты терпел его, и потом хютрян уже и волгая чуйхыч, а шахютрян и дэштаца суномца и певуду. Ну, картина типичная бытовухи психически нездоровой семьи. Вот именно Может, там картина есть... обыкновенной бытовухи, которая будет прописана до конца времен. Это полное неуважение, да, по факту. Стаган, Блэкхастер, невероятный мудрость во всех его деяниях. Где эта мудрость? Я хочу найти эту мудрость. Кто-нибудь может мне пояснить, где эта мудрость? Если хотите кто-то объяснить, уж вам придется постараться, чтобы мне донести, где там мудрость. Это он гарантирует, да, дух вопроса, душу.
انت عيسى انت تيروريت وقامي سويست كل شيء تليفون تو ان يقر وليرسو قيسو كم اعلم سياليرش وقامي على دادير زيري شيخ ديري ويسون صغير شو ما داري Да, церос мацаидер. Никто ничего не сказал. مجتو بروست قامي على داش ليش تليفون تو ان يقر وليرسو شو Птица хаттер дыркса квалдылык. И полумесяц бацар, и междиги масан хахинц, и шей конфессия обозначение, ну и цели, тотем юка конфессия обозначение. Юка крест, ой, крест бас, ну, кершер, крестью, вечер и полумесяц. Где они его достали? Чуаязиню и выриет. Коран чуахадис чуаязиню именно и символ хуату езел. И полумесяц. Я-то понимаю, для чего этот месяц теперь уже. Сукеты гоню. Он яч арбоши шей полумесяцю междикшя. Туркши шей полумесяцю междикшя. Но арбоши нык более правдивее и болшусу хилмаез. Как раз той религии, которой они поклоняются. И до цауи ночи чуакинешн, тебя хелом шпац, цан чурт толча ца хамбюл, ца пикюл. Шахич, там тебя шпюция. Ну, типа, да, шахи. Ну, откуда это взялось, ты знаешь? За цагасум, кстати, и Мичел. Фарма толгая. اه А вообще исламский умадаци, ты согласен? По исламу же нету такого цаапикум тоже. По исламу вроде бы даже ларта чурт мацават, да, царь. Пиком, стеллом, сицаря. Антитеррор, Алмеги. да. Нигде. Это когда халки древнейших времен, когда еще огнестрельного оружия не было, ну, пики, ничьи, один массовые, когда погибали, каждого уже отдельно хоронить не получалось, как общее захоронение, и все их пики туда же в землю тыкали на это захоронение. Осхам дюништ. Дисрам дух. Эмло вуал обозначит веша, сагат эмявил вуал. До ислама халил ритуали и ишуни, чтобы вы знали. Вообще До ничего ислама. нет. Kopiešu jutieši tevi. Да, копиешь, значит, пик на шуклюк. Инста, типа шахид шахидшин, но это было как князь с одной стороны прав, но это было, чтобы обозначить именно воина Эмлоуи. Со времени это, конечно, пропало, но это было до ислама. А насчет полумесяца еще дополнить хотел. На всех христианских церквах внизу крест на этой ихнёй слага. Крест елча внизу полумесяц был. Он не чисто исламский, он вообще небесный. Знак и у христиан, и мусульман у всех полумесяц был. Даже в некоторых старых церквах еще можно по России Аллах встретить, которые еще до революции, еще там, или там 50, 60, 100 лет назад построенные церкви, там еще в некоторых сохранились эти полумесяцы. Это буквально вот, наверное, лет 50-60 назад перестали полумесяц изображать на крестах. Князь, а что там за птица на этих минаретах, на этих вышках, церквях так называемых? Что там за птица изображена?
Фу, птица, я Сейчас что-то не ее помню. нету. Сейчас ее нету на старых фотографиях, на старых вот этих, в общем, изображениях. И есть птица там. Феникс, по-моему. Или я сейчас не помню. Как и называется эта Феникс. птица? Ну, Феникс, типа, там возродимся, на том свете. Я думаю, это исходит от истории Ноя. Птица жизни, типа, та, кто принесла ветер, цигала туэл. Ну, это птица жизни называется. Что-то я говорю, что На старых рисунках, старых некоторых фотографиях, что сейчас нет этого, реставрации шла вообще по всему миру, изображены на этих вышках, как называемых храмах, там птицы, обычные птицы, ну, в основном и птица дух сега. Плюс еще по Луне и звезде, тогда еще не было интернета, я почти год искала саудиоктан, кто занимался этим, кто был просвещен, и Бог, он был в исламе, он был Бог, мне никто толком ответить и не мог на это. Потом, в конце концов, не очень фанатичный, немножко далекий от этого человек, мне сказал, что это просто бедуинский до ислама еще у них был такой символ, потому что предпочитали ночь, потому что местность была очень жаркая, и ночь была и как бы такая поле, а так мне представители духовенства не могли ответить на этот вопрос, и, слава богу, не было интернета. Сейчас можно найти много информации, можно ее анализировать, как будто, да, есть, как бы, что перебирать, сухена, им я цари, я полный, я имею в виду, что действительно эта луна не только там, не только еще у многих не так стоящая, перевернутая. Так, это у меня только на ее обрывисто слышно или у всех? Я не знаю, князь, я тебя хорошо слышу. Ну, я тебя слышу обрывисто через слово дала, поэтому я и спрашивал у других. У меня только или у всех так тебя слышно? У меня тоже обрывисто. Тогда я подожду до лучших времен с вопросами. Буду вас слушать. По шумерской мифологии Зиусудра воздвиг огромный корабль для спасения семьи, имущества и живности, обитавшей на земле. Вот. Сравнить я еще. Все, что я имел, погрузил я туда, то есть корабль. Серебро сложил на корабль, и золото, и все принес. И всех божьих тварей согнал я туда, а также семью и родных. Из полей и из степи. Всех букашек принес я туда, и всех мастеровых привел на корабль. Вот что это вам напоминает? Какую историю? А вообще еще
И про Ной вообще истории, халахали, до иудаизма, до всех этих религий. Первая цивилизация, которую мы знаем, цель истории, что. Как вы это понимаете теперь? Иса, повтори, пожалуйста, если не сложно, пропустила я. Ну, аналог Ноя — это Зиусудрау Шакалла во времена Шумер. До них, наверное, скорее всего. Но у Шумер это описывается. Воздвиг огромный корабль был для спасения семьи и имущества, и животных, обитавших на земле. Ну, он-то типа погрузил туда все, что имел, там всех букашек, там, животных, семью, всех божьих тварей, серебро и золото. И мифологию, и цайна тархетон. На что это похоже? Зиусудра воздвиг огромный корабль был. На что это похоже? То есть здесь О, описывается большой потоп. понятно же, да. Теперь миф, у них миф такой. Миф гласил о гневе богов на людей за их несправедливость и отступление от законов. Больше всего наказаний для людей Энлиль, то есть Зевс. И тогда пошли непрекращающие дожди много дней и ночей. Однако был один спасший царь города Шурупак, Зиусудра. То есть он царь, этот Ной. Предупрежденным богом мудрости и воды Энки, Посейдон. У греков это Посейдон. Ну, надвигающий там испытание, владыка Шурупа стал готовиться бог. Он построил там большой корабль. Ему было там предано, чтобы он построил его. Ну, чтобы дабы избежать смерти, да? Ну, точно такой же. Тора, да, Тора. Один точно. Это просто как копия от этого. Не более, не менее. Там не только об этом, там есть и об Иисусе есть, и об Моисее есть. Да, скопировалось снова и снова, получается, это все копировалось. У Хаймерса нам там же на канале очень подробный разбор всего этого. И ты представляешь, вот когда задумываешься, я лично была же такой убежденной, что ноги поймали, а потом что Бог дорогой уэлец. А потом, когда нам говорят, что мы жидкие сами родня, мы еще потом удивляемся, так, жидкие но люща дуэн, того на бушиш. Цахулвай так. Был случай. Люди едут в маршрутке, буквально недавно мне женщина рассказывала одна, созванивались. Маршрутки едут, в общем, разговаривают, сидят, юхлюхани столица, амечки, савайны, саге. И о чем-то они разговорились, Палестина, не Палестина. Камел дол делатель, и кто-то так, жидкий войнах вубох сахилла, свайна хилла, амечк, ну элла, шигаргална маду эл. И мы, в общем, вот
Ну, я же знаю, не я придумала уловоту мечку. Может, так знала, что ты слушала, щамелил. И общественный транспорт рапидо разрешили. Ну, Ной же еврей, Оларбо, вы же себя считаете потомками Ноя. Это не я сказала, я историю знаю, Оларбо, уловоту мечку. Видишь, доля оторва, слушай. Ну, Ной не мог быть Представляете, евреем, так какое это как заблуждение? Нет, ну ты смотри, там во времена Ноя не было ни нации, ни племен. Были просто люди, да, как бы. Но там дело в том, что это описывается у евреев. Там нигде, кроме них, это первый источник, как бы именно Моисеевый, кроме Шумер, нету. Просто они списали это на свой лад, на себя, как бы это свой чувак, своя там вера, свое алкетиал. Но у меня был аналогичный вопрос такой. А если это шумерские мифологии, это было правдой, то те просто взяли эту правду и продвинули ее. Тогда что? Пармат, как ты думаешь насчет этого? Ну тогда монотеизм вообще исчезает, как бы, по сути. У шумер нету монотеизма. Да, есть верховный бог, но там есть еще другие божества, как бы. Я изучал этот вопрос, кстати, знаток Ватса, но все же, ну, сходство очень там один буквы даже тупо скопировать просто цац название швейца. Идукция один от себя. Айса, я бы маленько поосторожничал бы в эфире говорить про Зиасудру, иначе сейчас найдут ковчег Ноя и возьмутся за ковчег Зиасудры. Ну я же поэтому говорю, это мифология. Мифология, рассказы, это неправда. Но, Там, а Ной это не мифология. ну так я же говорю, это получается скопированная мифология. Ну там есть дебаты насчет того, что был потоп, не был потоп. Даже есть некоторые ученые, которые твердят, что да, действительно, сам было, но это не было таким образом там. Ишца бог холодации. Речки были. В общем, я не знаю. Ну, дело в том, что сега. В общем, ты знаешь, что все портит. Эти религии. Хорошо, есть один бог. Хорошо, есть там религии, есть правила туда-сюда. Но когда ты видишь некоторые аморальные вещи, которые не могут быть от Бога, по сути, и эти люди твердят, что они пророки божественные, ну, тогда получается мы лучше них, что ли? Мы же не делаем аморальные вещи. Ты в своем возрасте не взял там ребенка в жены или взял в пленницы там пленных внутри там и шпленляц, ползудрите мэр один болшакру, царшилу угдамегр душин бошин. Такие вещи же ты же не говоришь. Понимаешь, по сути получается, что ты лучше этих людей. И дуса так вот некоторые там аморальные вещи, там много чего можно сказать. Из достоверных, кстати, хадисов, сахих хадисов. Если бы это не было бы достоверные хадисы, тогда у меня вопросы отпали бы вообще, я бы даже не сомневался бы. Но когда одно не соответствует другому, вот в чем проблема, понимаешь? Это я. Но объяснить аморальное, сделать не аморальным, ну ты прости, я не могу. Если человек там изнасиловал там
допустим, женщину, то сделать нормального человека из этого человека я не буду. Потому что он ненормальный человек. Понимаешь? Само дасер, бадас ларт ауа сагуа. Изнасиловать, изуда и согларт ауа. И притом приписать это божественному должен, это же наоборот, свекаш, дал ты харцу холарцах етуну. Но я не могу, я не буду этого делать. Сдал и что, магинал. Я побоюсь даже этого, так сказать. Свекач, Дейл Нису, такие вещи он не одобряет. Но это мое мнение. Правильное мнение, потому что Дели Адмал Маду в первую очередь. Я Адмал основой нормального человека. А это, допустим, мы с тобой банда какая-то, да, там, группа грабителей, залетаем куда-то в квартиру, ну, допустим, 5, да, все там награбили, ты или я там изнасиловали еще, выходим, потом ходим, рассказываем, о, ты еще там, допустим, я там изнасиловал, ты еще, о, молодец, там, и эти все. Вот и психологи, мы теперь эти ж бандюганы всю жизнь. Нет, смотри, ты, допустим, пророк, хорошо? Божьим посланный пророк, вау. Ты говоришь правильные вещи, ты говоришь, вот Бог это запрещает, там, есть свинину, там, туда-сюда. Хорошо, нет проблем в этом. Запрещает, значит, запрещает. В этом я не вижу ничего такого. Но это я от себя говорю сейчас. А потом ты делаешь вообще аморальные вещи. Ты говоришь правильные вещи, потом сзади ты делаешь вообще аморальные вещи. И как мне тебе верить? Как я вас могу? Ты должен соответствовать тому, что говоришь. Естественно, если он женился на самой богатой женщине арабского мира и все деньги ее тратил на освобождение рабов, а потом, когда она умерла, и когда он умирал, сколько у него осталось рабов? Чего же он своих-то рабов не освобождал тогда? А вот у меня часто возникают такие мысли. Сухази, Хэщу. а если вы все-таки вайдей, прошлые наши поколения, саадмал джойош, хивкандук вы, цанхейна. Сейчас тоже мы есть. Хираду да, но все равно в процентном отношении сейчас все-таки мы видим, что происходит. Если мы были настолько, действительно были أدمل وهم قاعدين رايحين за 11 из отцел истреблять дальше. Если мы были такими, то какая вера должна была быть у этих людей и насколько она должна была быть идеальной, чтобы создать такого человека? Сарлилик, үштяшник, мачохум хилдиештует, маценом хилдиешту, мачоца правильный, сакваргиош, хилдиешту, как получается. Хавен, какие-то есть частицы информации, но все равно этого мы многого не знаем еще.
Джижи – это ажа элементарная пирамида Майюи. Он первый-то, кто его последователи, практически все были его зависимы от него. Рабы дала, слуги дала, и Кант усыновленный, и Кант Зейнт. Там жена, понятное дело, там по голове его гладила, там поддерживала. Да, лишь бы, как говорится, не плакал, соглашалась с ним. А потом, когда у него оказалось, и деньги ее тратил на освобождение рабов, своих последователей к себе он их забирал, освобождал и мусульманами, так сказать, делал. А потом, когда жена Князь, умерла, он и уже... женщин освобождал, брал в плен, освобождал и делал своими женами. Типа это свобода. Да, но это уже потом, когда уже Хадишка не было. А потом ему нужны были, опять же, деньги, и дядька, там родственники, и другие богатые люди. Они посмотрели, что людей-то у него много, с которыми можно много что сотворить. И богатые люди тоже стали на его сторону переходить. Пирамида элементарно просто. Князь, Мишка и Хадишка. Да, Мишка и Хадишка. Князь, я тебя понимаю, но асхатник удар хайван, война шбат в войнах, нохчи войнохчи. В нас, чтобы выработать такой иммунитет, чтобы у нас было такое мировоззрение войму вверх илхилишу. Какими были мы когда-то, и что мы исповедовали, во что мы верили, Бахас. С этим уже понятно. Харам уже, думаю, это поняли. Чем руководствовались наши праотцы? Как чем? Чтобы быть настолько идеальными. Вот почему они были настолько... Они были идеальными. Хагуди, Чехил Махилович. Джири, тут и антитеррор много говорил, другие много говорили. И Адмулла, Аларинск, ты повторял. Адмул, с детства ты дома как детей воспитываешь? Как тебя там, ты, если старшая, тебя там, ты воспитывала братьев, или братья тебя воспитывали старшие. И что бы у нас не было, где бы мы ни находились, под какой бы осмалы, хоть в гетто, хоть в концлагерь, мы все равно сохраним все это. Никуда от нас это не убьют у нас. Вот и даркой. Да, и дух, князь, но особо это метр хадаш, мы дайма это же несем. Значит, у нас когда-то была вера, цакета махлева, цахум махлева без примесей, то, что сейчас происходит. Или сколько последние 400 лет происходит, допустим. Ну, просто давай исходить из того, что наша цивилизация, которая существует сейчас, 7536 год, 94 от сотворения мира была штукой. Ну, где-то 8 тысяч лет назад, ну, даже больше, конечно, где-то я предполагаю, что лет 12 тысяч лет назад какой-то великий потоп, катаклизм, там, землетрясение, все это произошло. Земля, вот она была круглая, вот, единая земля, она раскололась. Ну, элементарно сейчас на карте вот свести эти вот Африку, подтолкнуть к Евразии, там, это Австралию, Америку, Южно-Северную, в общем, идешь круглые латмоле, так и было. Она потом раскололась просто при великом этом катаклизме, да. А просто люди, которые остались живы, те же, по моим предположениям, которые, по крайней мере, сохранили цивилизацию великую и распространили цивилизацию, это хуриты, шумер. Они-то понимали, что
какая-то сила, то бишь дело или высшее существо наказало людей за что-то, за какие-то вот такие вот постыдные деяния. Поэтому просто откристаллизовался народ каким-то образом сам по себе. Так думаю. Тем все чаще задумаешься, насколько действительно совершенно была эта система и насколько она была, как бы сказать, внедрена в человека и вообще подходила к человеку, живому существу, что она до сих пор не утратила свою силу. Это соба. Вот это то, что мы до сих пор несем с собой. Действительно, потому что оно горит внутри тебя. И вот это остальное, что происходит вокруг, все-таки внимание твое переключает. Оно тебе мешает и мешает целым поколениям. Оно все равно, что эта линия идет. Вот об этом я думаю. Странно, что... Это не странно, просто это масштаб вот этой цивилизации. И на самом деле, вот, понимаешь, продуманность этой системы. И что интересно, все равно. Была там такая очень большая, серьезная сила. И очень правильная она была. Поэтому она и до сих пор и держится, не исчезает, не истребляется полностью. Армат, можешь рассказать про царя Саргона, чтобы люди поняли, что к чему? Которого? Первого или второго Иса? Ну, там точь-в-точь есть история. Моисей, что история, первый, по-моему, это Саргон. Царь Нет, Акад. Саргон Великий, который захватил это самое в Лагаше, а там Уре, Ларсия, потом Акад, и создал акадскую цивилизацию. Саргон первый Вокой, первый еврей, известный в истории. До него еще евреи никакого не знают. Саргон первый. Он убил Лагашский Вармяшухси или да, кажется, Лагашского или Эриду, не помню. Царя убил, захватил власть. Но ты знаешь его историю про там был поместен своей матерью в корзинку из тростника, там отправлен вниз по реке был историю видел? Нет, это, скорее всего, поздний период выдуманный. А так он упоминает, он сам не знает свое происхождение, Саргон первый, и говорил, не знает откуда, кто он, ну, родители он не знал, по крайней мере. И он известен уже, когда сначала он, кажется, конюхом был, потом там чай подносил, и вот так все приближался к царю. А потом убил царя и захватил власть. А вот этот Энхи, это чье водяное божество? Энки. Энки, видите? Да. Энки. Анкантуй. Нет, шумерское божество Энки. Шумерское. Да, шумерское божество Ану и Кантуй. Шумера акадская мифология. Это как бы хи-ки, что-то есть близкое, да? Например, Энхи и Сернахиш, да? Слоухиш, царях, Улапы, Энхи.
Олец, он да, он. Ну, скорее Нет, всего, все, там евреям не хи, а эн, ан, эл, ал, ил. Это предполагаю, что эла, хи, там не хи, а ки, ка. Типа как последователь, потомок. И что, Ну там водяной же это бог. Если бог воды, то хи нет, там правильно. не водяной он бог, не водяной. Арбат, ты Просто знаешь про город Эриду Да, и знаю. кто его основал? Кто основал город Эриду? Не помню. Наш отец Адаппа. Машаллах. Ibrahim a dyksdoli enhish leri iz vai anhuetin oli otsun suo oli jodel radikulihty kui anhuetin olst. Sundel olst on. Deni да. Хи. an stiglos, Ну, stigl Оли, ты, цуно Оли Хайван. ты же, да, ты же говорил, что это бог воды у них. Кто говорил о самоцеле? Хако Альбука Шве. Да. Ну, божество Легенда. мудрости подземных там, подземных вод, подземного мира там, мифологию. Там не только вода, Ибраим, там и другие вещи есть. Шумерская мифология. Бахя, Иса. Да. Вообще, отношения имеет Штатсон, князь Энкин. Энлиль, это вообще другой его брат. Энлил я не Посмотри, брат говорил. Энки. Нет, я знаю, Энлил это другой. Я про Энки говорил. Я не Да, утверждаю. его брат это Энлиль. А к Энки Эль не относится. Эа, а не Эл. Это Нет, вообще можешь ты Армат, на я... этом, скажем так, с этим термином как-то, с этим Энлилем, Эль туда приписывают. А Энки, к нему Эль не относится. Знаю, а сам предположение, а сам гипотезы, что можно вариант прокрутить, подумать, Албага, я же не утверждал это. А да, Энки это один из 3, да, древнейших божеств, которые Айсас Малар, он и мудрости, и хитрости, и рек там, и чего только там божество древнейшее. Подземных вод, что там у него еще было. Да, Энки подземных пресных вод и подземного мира, культурных изобретений, создатель реки Тигр, благосклонен людям. А Эль, он не благосклонен людям, он наоборот, там что-то замышляет против Ану, свой народ создает, в общем. Эллиль это, Энки и Эллиль это как добро и зло разное. Антитеррор или Иса, кто тут еще хорошо владеет чеченским языком, и Ириду, город. Насколько я помню, перевод добрый и славный, добрый город Ютин, перевод. А в общем это Эридубор, Эри,
Дубовый. Это как? Вот, может кто-нибудь на чеченском языке ориентир? Слушай, я плохо знаю все равно, что Амин Мабас дал ему это. Нет, чеченский язык как бы на 5000 лет сегодня дальше пошел там, как бы чеченский язык Бахти. Это он про предок вообще древний язык. Нет, Эриду город. Ну, по-русски получается он добрый, славный город, где переводчик. На чеченском языке. Чонис Богон антитеррор. По-русски им, да, ой, мата, потому что там есть такое значение. Эриду. А сам Лехон тоже. Ну там я не знаю, насколько связи есть или нет, я не знаю. Совпадение. И Борхас, давай искать Баасом антитеррора. Я же ничего не утверждаю. Я же спросил, кто знает хорошо чеченский язык. Давайте разберем Баасом. Eri duyi, meri duyi, чери дуи и палвы любой ментяхкарлур. Абсолютно к чеченскому языку шумерский язык не имеет никакого отношения. Там находятся параллели, которые принесли хуриты. Ты найди хоть одного академика, который мне обратно докажет, что чеченский язык... Антитеррор, ты сделай. Читай хотя бы мировых историков, академиков, которые признали весь мир, все академии мира. Ты отрицаешь всех их? Фамилии тебе перечислять, давай записывай. А ты, смотрите, нету в мире ни одного языка, который так близок. Я знаю, что признали. Что шумерский язык – это нахский язык. Кто? Назови мне сейчас, загуглю. Шумерского языка не было. Есть хуритский язык, который... Назови мне историка, которого говорит, что шумерский язык – это нахский язык. Я забиваю уже, готов. Ну, Дьяконов, Старостин, Бегиш, Алексеев, Дьяконов, шумерский язык, нахский язык, Убо. Массара Царбух, все эти академики, которые занимались... Слушай, а перебивать я тебя не слышу все равно. Авторов или кого тебе надо? Что надо? Ну, книгу, где он говорит это? Я цитату хочу найти. Шумерский язык – это нахский язык. Фамилия Тельмаева, примерно. Понимаешь, я тебе уже скидывал много чего. И ты все равно... Инц, я сейчас сяду, найду, даже по страницам, тебе всех академиков скину, ты все равно будешь говорить то же самое. Поэтому я не вижу смысла. Я не вижу смысла спорить с тобой и не собираюсь спорить. Она перебивает. Ну что за бескультуре? Я освободился в окувар, а девчонка перебивать мацевал. Ты не умеешь дискутировать. Фамилиш называть или бо фамилиш моесу называть книгу и тут такие страницы, а какая книга и страница много. Антиров, читай. Я не нахожусь в научной конференции. Я сижу просто в чате, болтаю в канале. Если тебе нужна это самое, возьми книги, я тебе перечислю автора. Безосновательные вещи, которые не имеют под собой никакой основы. Хорошо, все. 100% никакого отношения чеченский язык не имеет ни к шумерскому, ни к хуритскому, ни к сумерийскому, ни иурарскому, ни к чему. 200-300 лет чеченскому языку. Ты оно? 200 лет чеченскому языку. Это Ансон. Чеченский язык на 3000 лет моложе, чем шумерский язык. Чеченскому языку 2000 лет. А сегодня это вообще другой чеченский язык. Завтра он будет вообще другим.
и искать в сегодняшнем языке какие-то параллели с шумерским, которого принесли какое-то племя хуритское, когда в этногенезе участвовало в нашем народе, которое полностью размазано в местном индоевропейском. И то мы можем, да, растягивать и находить какие-то параллели с этими шумерскими. Но это установленный факт учеными, что это хуритская взаимосвязь. Чеченцы – это не хуриты. Не превращайтесь, пожалуйста, в осетинов, которые скифа, сармата, алана, осетины, ироны еще. Там 6 вариантов, они до сих пор не знают, кто он. А вы тут сидите, о, шумеры, нохчебу, хурит, нохчебу, хуричбу, шумершбу. Salam arzu dursun. Asal megerleri çadır parmak. Как это? Anit bok. Маршово. Анит бог. Никто никуда, я и раньше говорю, и сейчас говорю, никто сюда не пришел, отсюда вот туда ушли, я говорю. Сюда. И нормально, если кто там написали историки, что хотят, то и написали. Какая история, если они всю историю своей России не помнят даже? Никто не помнит. Какая история, как хотят, так и написали. И здесь сейчас пишут новые историки, вообще чушь гонят, сказки. Все, никто сюда не пришел, отсюда туда ушли. Это было место богов. Все боги жили здесь. Совсем ландшафт земли совсем другой был в то время. Если взять 3000, 4000, дальше, там совсем. Земля изменялась, территории менялись. Если взять 2000 лет, грубо не будем там 8000. Там 2000 лет было единое целое было, это Кавказ, государство было, которое вели в единого Бога, название Дели. Отсюда ушли, этот Бог ушел отсюда в Европу. Досконально сейчас вам историю рассказать. Делали лама, здесь небесное поклонение считалось. Руки поднимали вверх, голову вверх и молились. Дело, говорит, единого Бога, который сотворил все. И небо, и землю, и воздух, и кислород. Все он сотворил. Ему, он говорит, ламасхила, марсховышхила, загатхила. Все было. Даже эти греческие мифологии, которые их богов, отсюда, с Кавказа все они. Это же Прометей, это же остальных не будет, а я греки. Харязину историю, ее надо вообще там ее. То цари Николаевские времена переписывали, при Петре Петровиче сегодня вывели историю. Историю России Татищев переписал, он русского языка даже не знал. Это государство, будет она государство, она была Тартария, Шалахуна, Тартария. А дальше Тартария уже шло государство, поляки жили. Польско-литовское государство, она с Черного моря, почти до Белого моря, до Баренцева моря доходила территория. Польско-литовское государство. Я ответ в историю. И этот Иван Грозный и остальное, они как хотели, так и написали себе историю. Не именно русские. Русские вообще историю не знают, происхождение там даже. У нас тут ничего не оставили. У нас то, что было там, до высылки даже, то, что было там не осталось 40% нашей истории. Поэтому профессор Тетирцев,
Если вы знали бы свою историю, вы нам руку не подали бы, ваша история. Они знают историю нашу, хорошо знают. Из-за этого мы всегда страдаем мы. За нашу территорию, где мы живем сейчас в данное время, и за нашу веру, в которую мы верили. Они хотят убрать это все. А это чистая вера была. Свобода была здесь. Независимость здесь была. Ну, все здесь было. Маршал сюда, Думасяга. все бежали сюда. Где свобода? Вот здесь, на Кавказе, свобода. Все бежали сюда. От из Римской империи и остальные, эти же варварские государства. Эти степные, которые шли в Монголию. Эти остальные там, возьми. Они же варвары на самом-то деле, если разобраться. А здесь порядок мощный. Возьмем Кавказ, мы-то не на острове живем. Тут много племен жили в то время. И имели один язык. Потом со временем эти языки дали, некоторые пришли, осели здесь, мы приняли их, дали нашу форму, наше оружие. И вот они ассимилировали здесь. Стадию процесс. Абади. Армат, в шумерской мифологии есть Иннана, да? Ты согласен? Божество такое есть. Женского пола. А у нас есть Хиннана. Согласен? Иннана, юго и Хиннана. И совпадение, или просто это. Совпадение, обычные курички наследие, курич, аенил. Камшин комах, шин адмах, адел духури, чахи армян, ши, что сан видел, шбол, да, буй джим смогли бол. Ю местный аш бол, лямнашка, кейна, буй, индоевропейч, арич, ищи, чучке, ногчи образоваться, дин голгай образоваться, дин бацбич образоваться, дин, вот от хорич сейчас, ты хай энтига, ногчи сейчас, яцис. Hasan bakaysa knjigi ješiš, od čoja sajali nišin šabol učio nišajol stati jaš madar vadilanci, ca konspirologiš, ustrajavoceš, ca istorija, gini umaja, ca knjigi ješ, sa sat da iš, še I dobca to orboš, I ješ or vahoš, I konspirologi, voj harja gini, voj camo umaca ja gini, voj prosto vojnak amca, još jak da jezi nišin, ca jeci da ješa. То есть хуриты мигрировали на Кавказ, да? Да, с Армянского Нагорья они пронеслись по всему этому, через юг, побережье Каспия, и по ДНК, и по археологии, и по всем параметрам полностью установить историю. Матицишью ягини, даквясни, Ой, цани кюгдал, да, шацадеш, лил ёлшуква историю, сунам каринай. Hasan Bakaevo imjavo učoniš istoriks apbildēs, перечислятēs, čiega дополнятēs, сайт, статья šejušanas tiek hajāliņš, источник štāni. И мишуана на остов, шехеш молодцы. Хамис, а хай канал тебя выложите. Ю закрепленный комментарий, чуаюк и книги, я связи. Цик чу шаяли напасца, мелбица, шаял параллель, шму и параллель образоваться. Этруск шител параллель, шумер шител параллель. Как все, как это было, почему это параллель. Все, на все ответ, ну, цыган. Не просто там, с одной стороны лингвистически, а с трех сторон.
Это настолько стопроцентная история, что подтверждается всеми тремя сторонами. И археологически, и лингвистически, и по ДНК. Но нет, мы все равно сидим и строим, короче, нет, чтобы потратить час-два на прочтение этих статей. Я 2 месяца потратил, чтобы было удобно их читать, и собрал их все вместе. Красавчик, Бакаев у меня есть в книге. Общался. Бакаев живет уже 5 лет в Бельгии. И общались мы раньше, это самое, так еще не общаемся. Мы тратили 20, 30, 40 лет, 2 месяца. Все, Да, сегодня все такое ордена, время, да. все медали тебе дала. Не надо медали. Сегодня такое время, это за 20 дней можно то, чего вы так и за 20 лет не добились. А в какой-то вообще непонятной глуши там скитались. В итоге у вас все, знаешь, как заканчивается. Ой, шаек, як майни. Чтоб не было поля для маневра, ёшище, ничего, как-то что-то летать. Ой, шаек, як майни. А все, вот ты ухватил, шаек, як. А твоя сказка, которую рассказал ты уже до этого, она оседает. Сам як цейно, яги, умахила цахила. И там что, Рим построили, что ли, чтобы его сожгли? Вообще на Кавказе изоляция индуя несколько тысяч лет. Там про нас ничего, никто ничего не говорит в течение нескольких тысяч лет даже. Никого не Изоляции, трогали. заинировать, гондаю, бачак, стани, контактировать, яшли, индуя, нормально. Там не было нужды в горах строить Рим. В горах никто Рим не строит. Рим строит на равнине. Крепостяне нужны были там. Там сам ландшафт крепости уже. Да, именно. На равнине тоже мы жили, Армат. Это неправда, что только на горах жили. С этим я не согласен. Но то, что ты говоришь, что мы не Соглашаться, не построили... соглашаться можно, просто нету, как бы, Рыма у нас не подтверждающих было. никаких вообще. Совершенно согласен. Рыма у нас не был. Рим у нас не был, да. Абсолютно верно. Да, мы спускались Как я на понял, равнину, но ты недалеко такой от человек, воды. Армат, ты такой человек, если есть доводы, факты, ты это принимаешь. Если их нет, то этого нет, да? И что и? Да, конечно, Шамадан конечно. Хадин Зачем мне Шукал. какую-то... Да, Ну так должно быть, фундаментальная хромоделья, доказательство должно быть этому. Видишь, Бог, доказательства должны быть. А байдучер, давай, если в Европе где-то соберемся, мы доказательства, что они нас отсмеют просто. А у нас есть эти доказательства. В наших горах это есть такое. Хорошо, что все не уничтожили еще все. Сейчас им покажешь, они продадут. Продадут все. Воймут, хабут, бронер, цадешма, во истории. Не нужна им наша история. Армянский историю, а духу сказку шел резую, Армат. история или наши кухни чаючи. Ну, как бы ничем не подтверждается, да? Догадки какие-то, лингвистические там, порой сам, Саша Нет, Подуш, это историю, 9000 лет динозавров, 90 Иисус Арменин Голобос, историю, шнахабу кавычка. Высшая обычная история. Обычные истории там будут, конечно, сказки, как и у всех. Но, как обычно, как у всех вел историю. Точный наук мояется история. Но то, о чем мы говорим, это чисто с 3 сторон задокументированные, подтвержденные факты. Про хуритов, про их переселение на Кавказ и так далее.
То есть нам надо создать сейчас, да, историю создавать для будущего, чтобы Но не через там факт, 10. Аль-Букар, что она тоже сохранится прям точно хорошо, понимаешь? Да, Историю конечно, вообще сохраняют цивилизации. Она всех народов, все наследие, все как бы, она этим и претендует на цивилизованность и обосновывает свое доминирование. В том, что она сохраняет все человеческое, общечеловеческое, не разделяя людей. И позволяя всем также людям, человеку вкладываться в эту цивилизацию. Поэтому как бы история, да, именно говорю, за проблемы абсолютно. Но не точности, там могут быть там пробелы. Но чем дальше, я думаю, еще больше способов появится. Вот 20-30 лет появилась ДНК. Вот третий элемент уже для подтверждения истории. А может быть через 100 лет еще четвертый момент появится. Через 200 там еще и уже 5-6 направлений будут подтверждающих. Тогда более точно может быть. История, проблема истории это вообще ничего не значит абсолютно. А между история, если нагасан, это тебе не поможет. Ты да, исчезнешь. Спартан чехила инзарич о истории. Инзарич о нахлоиш. Ну и где они сейчас? Нету спартанцев. Но Македония. согласись, Хаймарс, что знание своей истории помогает как бы настроиться, так, да, мотивирует. Ну да, это прикольно сюда. Но мне помогает правда настроиться Джохар. Это как бы, когда ты вот из пещеры вылезаешь, ты набираешься силой этой пещеры. Но ты вышел из пещеры, все, ты сам себе, все, что ты сейчас умеешь, все, что ты сейчас изучил, только оно поможет тебе на улице. Тебе пещера не поможет, папа не поможет, мама не поможет. Тем более, если ты там вышел из пещеры, вообще ненормально себя ведешь, как ничтожество поганое. Кича своей пещеры, еще оскорбляя свою пещеру своим поведением. И вот, как говорил Тесла, ну, когда тут спрашивал один, вот, Агуло от Историс, вот Тесла ответил, ну, конечно, он как бы материальный выгод от того, но, ну, как бы как инструмент пропаганды, истории. Ну, вот, например, Валерий, школа, Буду, если ты живешь под государство, какой-то которым ты империей, с рабами, которым такие, как ты, оккупированными людьми, то между собой, между заключенными, кто там пахан, типа, кто там смотрящий, чтобы там крутоваться бем, тоже она не дает. Потому что кто над тобой сел, он выше этого. Пармат, например, в Европе, в любом государстве учат историю этой страны, учат историю их предков. Почему это делается? ну, Они вообще, знали, что откуда появились люди, что люди, все люди как люди, чтобы старинный вот этот племенной, родовой там, эта пещера против этой пещеры, бог, невежества не было. Чтобы знали, что все люди это люди, переселялись, объединялись, соединялись, поглощали друг друга, что все мы на одной лодке для этого и изучают. Не, я именно просто Камду история Амёк, там 15 век, 13 век, там Было 9 будущее у век. этого народа, чтобы народа будущее было.
Tā история āmēšā, масала француз история āmušana, melgien urbu. Примерно, аласен, максимум французский нацийство, история Франции, āmuš билбеч, насколько дальше назад по объезде, когда появилась Франция и французы. Хайо? Римский Наверное, империя. Да? нет, тогда не было ни Франции, ни Рим, это другое. Наверное, 13, 14 или 15 век. 13 век, я бы сказал. Именно, а если ты говоришь про Францию, Нет, я не думаю, что так далеко тогда была Франция. Мы сейчас ну там посмотрим, Людовик, когда Людовик, Куча, Мелузия. появилась Франция. Западно-франкское государство в 843 году по Верденскому договору было образовано Западно-франкское королевство во главе с Карлом Лысым. Оно занимало приблизительно территорию современной Франции. В X веке страна стала называться Францией. И после этого уже пошли французы. До этого кем они были, кто там был? Не французы. Уже другие люди. Племена У которых язык был другой. У которых язык был совсем другой, что французский и тогдашний язык, если сравнить, там вообще редко найдешь какие-нибудь параллели. Это вообще другой язык и вообще другие люди. Реально, да, формат, там, смотря где они жили. Если жили, например, ну, допустим, со стороны Испании, там, французский, наверное, там, смешать один, там, Италии, там, более итальянский лад, французский, итальянский, а там, Британию лаву, там, вообще другой язык, Германию лаву тоже там, ну, племена шалопыш, как бы, мелкие нации объединились и из этих наций, из этих мелких наций, как бы, Франция, Холоксунов, Франция, и там Германия тоже точно такое же было. И в общем, во всех европейских странах ищут образование, Аллах. Точно так. Мелкие племена, Швейцария, Камхалла. Ну, как ты сказал, им нет и 1000 лет. Там, ну, 1000 лет топцан максимум. Ну, вообще французский язык, он как бы кельто-романский. Ну, эхал кельтский бутер, эхал романский бутер. Там римское влияние сильно было. Ну, древнего римского языка, романских народов влияние было на них, на предков французов. Тебя итальянский, что у тебя, испанский иду, у тебя даже есть и английские слова, и немецкие некоторые, германские. И по чуть-чуть каждый, например, у англичан тоже есть французские слова. Это взаимосвязано умдуи. Это как бы цануманти раду штука шатик. Понимаешь? История ама улица максимум раз на шаг цутихочку. Ну, вот опять же, к чему мы приходим, историю необходимо знать на самом деле, чтобы двигаться дальше. Он дальше истории цахыча. Я считаю, что человек будет как бы на одном месте топтаться, развиваться, цедешь. История, Вот. как бы, история это общечеловеческие истории. Он хаешик изучил чеченскую историю, как бы, ама алца, внутренница. Понт лурицва он, кем дидат он, штай понта вахтя, штан ой малела, штамлила, дуа группе буйбяч, короче. Ну, абсолютно, весь реакция. Цанна мекя, короче.
хотя бы жиктиш йол отсо дефазна бусу цаха. Но ногче истории общекавказский, мою даже, я бы сказал, общеевразийский тоже. У нас такая же история, как и у всей Евразии. Да, история, венюка, аму ешуэ оман, это как бы, да, но от этого все не зависит. И вообще 100% от всего, что ты должен знать, что ты должен изучать. История это вообще просто для начальников. Она хавиалу, ничего хавиалу. А все хавиалу, вокка Аллах, эрви Аллах. Все. Вокка еще история. Хилвал. Но хил хавиалчу, да, все, она тебе больше ничем не поможет. А, динек хилду уже. А, динек бюсер, du тебя борча. Ну да, вот надо еще знать науку. Вот если бы мы получше знали бы науку, мы бы так не подвергались бы религиозному дурману. То есть это прям закономерность такая, что, как правило, религиозный фанатик — это необразованный человек. Ну, например, государство Голландии, ей 500 лет нету, представляете? Свой, такой, какой мы ее знаем, Голландия. 500 лет отцу. Вот вам пример. А Чеченской республики, какой мы ее знаем, даже 200 лет тахардац на самом деле. Изначально была Чеченский национальный округ Горская АСР, именно Таганлер, Чечня, историю еще у нас. Потом Чеченская автономная область, потом Чечено-Ингушская автономная область, потом Чечено-Ингушская АССР, вот, потом А ты Чеченская знаешь, республика. что Чеченская республика, она старше России, Российской республики, ну, Российской Федерации? Не, как регион сам, да, и как национальность, и как этносы, которые Не, тут как живут. государство, как отдельное государство. И Мохоль, вроде бы мы всегда были родовым обществом. Никогда государство у нас было. У нас И было что? государство. Чеченская республика, Ичкерия, она древнее Российской Федерации. Нет, не было. Когда у нас было государство. Оғылға, Валериус, независимость Тайкаин, царил Халкайкин Дерху. Посмотри, поищи, поинтересуйся. Развал Советского Союза. Кто, как, что. Ну это да, Изам Хасун, но как бы вот я говорю, именно вот в современной своей форме Чеченской Республики прототипша, этот автономищер советский, этот России в составе его там Чеченский национальный округ и в составе Горской АСР, Чеченские автономные области, Чечено-Ингушские Но автономные это не области. были отдельные государства. Умаяться, я тебе говорю еще раз про отдельное независимое государство. А не про округов там названия. России такое государство, как Россия, не было 35 лет назад. Мгм. Ну, Слово Россия еще появилась где-то в конце 16 веке, по-моему. В 16-17 веке. Сама слово Россия. Никакое государство. ну, Нет. вот по поводу того, что было государство, вот нахов этот раньше, ну, давайте по-честному, государство это центральная власть и аппарат насилия. И цахельчи государство, это уже что угодно, но не государство. И гомоега да, значит государство хавьяц, родовое общество хава.
демократическое родовое общество. В чем проблема? Но это не государство. Государство, даже демократическое именно государство, если государство, и там тоже централизованная власть и аппарат принуждения. Просто выборный. И все. Но это не значит отсутствие центральной власти. Вот поэтому интеграция именно нашего региона в Россию была как бы, ну, самой трудной для России. Он эльч куэч камнаши еще до России шайхан, князья, цари, что уж война. Вот. И как бы для них разницы нету, что они подчиняются русскому императору, что своему хану, султану, царю или князю. Вот. А Когда ты живешь в родовом обществе, без хана, без князя, без короля всего этого, то тебе еще как есть разница, потому что тут ты никому не подчиняешься, а потом резко и русскому императору подчиняешься. И, соответственно, мы дольше всех не хотели быть в составе Российской империи, потому что не привыкли быть подчиненными как бы своего князя или короля или царя. То есть, если бы до вхождения, ну, на момент, когда Россия нас захватила, царь князь или царь, уж общество Явхари, уже во Ишдир да царь сопротивляться, как наш самой Атаирдар. Он дальше, ну, какая тебе разница, что ты своему князю или царю будешь подчиняться, что ты российскому императору будешь подчиняться. Hey, nice, Marv. Ну, вот в современном мире, как бы нам этого не хотелось, и родовое общество возродить теорию, у нас уже не получится, прям как 200 лет назад жить полностью родовым обществом, там на воен централизованный айдал уеш, воен регулярной армии уеш, воен ишадык уеш, ишаю четкий систем уеш, воен. А я царую, я майорую. По крайней мере, какое-то время хлопая. Люди же поняли, признали и приняли это. То есть это говорит о том, что Ахир, да, Цаньхумдуй, нормально люди это приняли, демократическая там республика, ничего такого там не было. Да, я с тобой согласен, совершенно верно. Президент видишь, министр видишь, как в любом обществе, нормальном, в любой стране. Но подчиняться, не подчиняться, такого нету. Это наоборот, президент подчиняется нации. Он раб нации, как бы, да. Но в какой-то мере, да, армия там туда-сюда не подчиняется в интересах своего государства, если нападают на тебя. Ну, употреблить должны подчиняться. Он чуть проблематично, да. Более قدوة أعتق ونات أولوتون. Брак, исходный кореш. Дешки ты якынды. أبدا вистал мегица бош, вистал وقوة. Силовое государство, король, или князья, но мы их называли по-другому. Короля, место, кайл название, силчу. И деньги у нас были, и медицина у нас была, и математику мы преподавали, и астрономию мы преподавали, и плодородие, и сельское хозяйство у нас было. Все у нас было после прихода этих
этих варваров, эти монголы, вот эти хромые тимуры, всякие там эти племена, кочующие племена, как в том времени, как они ушли, вот это государство распало. И по сегодняшний день мы не можем прийти в себя. Одно целое сделать с этого. Как мы, это все остальное вы знаете, как обращались к народам, что было дальше. Курс Мадуис. Все, и деньги были, все было у нас. А Советский Союз, я книж до царевшин, все у них девиз был. Песня даже. Мы новый мир построим, старое все разрушим, мы новый построим. А у них до основания разрушим, разрушать, один час. Я имел в виду. Все разрушили. Все у нас. Но были и князья, я назову князьями, там, но равны среди равных. Знаете? Малейший шаг лево, шаг справа долой. И моментом другого сажали. Было. Войска были, разведка была. Все что нужно для государства, сил духов. Если это не было, вы инструментов, что вы жили, вы хайш лахар, вы кидек, ты думаешь, вот война, вы обычаи, вы традиции. Нету ни у кого этого, нету. Ожерик старший, кидек. У нас не было работорговли, у нас не было зинданов. Это была мощная военно-демократическая республика. Это государство. Военная демократия была. И верили в единого Бога. Золото здесь добывали. Как эли о швейцария, как олар, а как эли о швейцария. И золото руно, все отсюда идет туда, и в Грецию. И Гурджаю, Колхида, Вайлахтила. Эти же вазы, эти же картвелы, когда-то на одном языке мы разговаривали. Потихоньку, да, с воинами, потом. Тут на нашей истории два народа себе историю создали и сидят. Абади Бехмубила. Я, конечно, помню прекрасно, хорошо уважаю Карла Маркса, который первым применил терминологию «война, демократия». Только хоть один человек объясните мне, что такое и как это такое военная демократия. Такого не может быть в природе в суде. Военная отца, демократию. Я называю его как хочешь. Равноправие. Равноправие, халитай. Просто слова Карла Маркса, просто Абади, повторять Мадья, это большая глупость была с его стороны назвать в Чечне, что это военная демократия. И за ним же повторили все там европейские, потом уже советские ученые, политики, вернее даже, ученые тоже. Но не может быть в армии, в войне демократии. Ну да, поэтому я применил более корректное выражение князю под названием «родовой строй». Да это абсолютно другое, Валерий. Родовой строй, он у всех из древних народов, у всех он был, родовой строй. Некоторые, до хрена народов в мире, которые до сих пор живут по родовому строю. Ну да. Вот, и выехал родовой строй. Это естественный строй, он был у всех, и у предков славян он был тоже. Вот, и изначально слово «князь» у славян не означало феодального правителя, это означало изначально вот выборного, даже военного главу рода и племени. Князей выбирали, говорят. Ну да, у родов были князья, которых избирали, сильных мужчин выбирали главой рода, князем.
А потом, когда славяне из родового и племенного общества стали феодальным, уже вот это слово князь, глава рода, этот стало обозначать феодального правителя. Это как если бы мы нахи Это, перешли бы... наверное, с христианством пришло вот это помазание фараонское. Контролировать же легче, там, церковь ставит своих по всем странам, и всех их контролирует. Они Ну да, и... по наследству передают власть. Ну да, и вот если бы... И вот это как если бы мы вот нахи перешли бы, значит, из родового строя в этот феодальный. И вот слово «баеча», что у нас означало выборного военного предводителя тейпового, да, стало бы у нас уже означать феодального правителя. Можно зачитаю новости Дикэшн? Я говорю, можно новости? Зачитаю одну такую ремарку. Конечно, можно, конечно. Арабский язык может появиться в перечне иностранных языков на ЕГЭ. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Также он отметил, что образовательные ведомства изучают идею преподавания арабского в общеобразовательных школах. А то, что большинство новых граждан не знает русского языка, оказывается, не проблема. Главное – арабский. К чему шли, к тому и пришли. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, четырехкратно. Аллаху Акбар. Ой, Адам. Аллаху Молодец. Акбар, Аллаху Акбар. Четырехкратный Аллаху Акбар. Маша Аллах в баре барится. Инна, Катя там же, короче. Алла, я в бар. مش Аллах تخيتشون Акбар. ويبرج مش تخيتشون أبدي فوتك ده ديكن بويبرج بعض اليالش دي ويتخر خوم بوش أستغفر الله ده الله روش عليه زوج الله رضاش الله رضاش Аллаху Акбар. четырехкратный Аллах Акбер на турецкий Son лад. verbo. Como verso. Дела. Az çağ yılı arabski дешниш произносит дирдата сел. Дела, сейчас, наверное, нарушу свое слово и крикну тоже Аллах Акбар. Маша и Алла, и Инна тоже. Oh, Dios, galera, Seu vale, marcou. boa. Sabiana. Лег, марш Да, Маша. Эх, Маша, А Вова, телефон- сильная новость, да? А телефонным Бобе, все. Сам Aflak, по себе. Romice Lieronton. Зачитайте, Челко, зачитайте. Эти вот. Я союзу зачитаю. Цаир, собор. Здесь список. أرى أخي أنتم خسخة شابك الله أكبر داوود Ура, раз. Что вообще действие? Вях побила, Флайн. Не, самое главное, Извини нас. самое главное, Собор, зачитайте. Собор, До Лауреат конца. Мичаву. Лауреат Мичаву. И Музаев на интервью кайф срочно. Итак, основная новость недели. Собор, дайе шитцун. Собор, марфо, собор. Маша, Адам, Маш, Вова.
Маша, Такая новость Маша. для тебя тоже. Я думаю, для тебя тоже О, будет очень конечно. важно. Арабский язык может появиться в перечне иностранных языков на ЕГЭ. То есть теперь ЕГЭ, когда будут сдавать, Астафируллах, Рособорнадзор Анзор астафируллах. Музаев. Также он отметил, что образовательные ведомства изучают идею преподавания арабского языка в общеобразовательных школах. А то, что большинство новых граждан не знают русского языка, оказывается, не проблема. Главное – арабский. Вот того это куда как ариол шар башан бу харган боды жогяч бил шушуяч я табар каршяш дер юк дел оклора юк وي عاملي بيجن اتعربوا كان نحيو طمش الارقام ضيق يا تليل شوف شو مراج يتا شو تاخوغي حقوق يلو دي شو مصر نوك إن شاء الله خيش تبينا سارين مصر نوك إن شاء الله لا خيش بغير فلوس الله خوف ديوك ده حاصل دكو تاخين هول оно Нет, ялма вообще, куда ялсо это все катится? Неужели у меня шок вообще, куда это все катится? Лайм, я тебе скажу, давай я скажу. Это же у нас дома, да? Да. Это на период дома да инвестиционных. مثلا عادوا شو زدري بو غوشي سلمش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتعالى غنيادي ما تسلوا زدري غوشي سلمش ما تدل بورشتك زوتشن سلام شو вообще могешь дышать квартан дик дышать нах ما تدل عليش نوكش بورشتك زوتشن سلام يا زوتشوا شاقيك دلر вообще وديش ده داكشن شو حير السلام دلر عليكم السلام عليكم Машо. السلام عليكم Дали. Маша, Махбат. Маша, когда я слышу такое, то сразу лечук самогат, лячук сразу икети, салам ждут гуща, любой чун. Что хочу сказать по поводу арабского. Период инвестиционных проектов ютягавается. И все это туда как будто бы входит, как будто реклама. Вы особо там не впадаете такие вот, я сказать, переживания, потому что Хорхуманаше, Ханюшу, многого, конечно, я не могу сказать. Просто, это реклама такая своеобразная, во благо тому, кто подает улицу. Жизнь, самое государственное главное, образование и инвестиционный форум, какое отношение может иметь изучение арабского иностранного дополнительного языка? Подойди к этому, Флайм, я понимаю, с какой позиции ты видишь, подойди к этому с другой стороны, Сюрабо, просто изучи немножко ситуацию, подойди к этому, посмотри с другой стороны на ситуацию. Хорошо, но инвестиционный форум закончится, и все хужуш, которые сейчас строятся вместо мечети, они разберутся, что ли? Да. Я Нет, там не только хужуш строится, там очень много больших проектов. Вернется потом, да, после окончания. Короче, народ. Главное не паниковать, вот понимаете, просто. Как вот это Я понимаю, все переживают, да, я тоже переживаю, но Петра, вот эти, которые заказали китайцам, как называется? Муалим Сани? Как Муалим Сани? Что такое Муалим Сани? Что такое Муалим Сани? Скажите. Муалим Сани, знаете кто-нибудь такую книгу или что это вообще такое? Может, произносится неправильно. Хажа там в заказе как написано? Сейчас, подождите секунду. вот самое кёртно куду хайшун. Вот войнох чему ЮНЕСКО исчезающие языки занести в хаулябу. И они вместо того, чтобы заняться чеченским языком, вносят арабский язык в обязательные языки по этот ЕГЭ дауш. Это на республиканском уровне или на общероссийском уровне? Это как? Нет.
что, в принципе, нет, фабул, Вот Валериус, смотрите, я вам что скажу. Есть один заказчик у нас, который мы работаем с 4 типографиями, которые заказывают здесь. Одна известная московская компания, которая через нас заказывает типографию, журнал свой распечатывает. И вот у нас есть заказчик, который сделал нам заказ на 14 тысяч муалим сани. Вот сейчас свой человек говорит, что это тетради по обучающему арабскому языку прописи. Ну да, а Муалим, как же, ну, конечно. учитель Муалим. Муалли сани, это же на чеченском муалли сани, да, Тимудович? Нет, это на арабском или на русском муалим сани. Это был запрос, они же нам раскидывают эти запросы, наши заказчики. И вот 14 тысяч экземпляров просят. То есть это поедет домой. Даже если мы не возьмем заказ или кто-то не возьмет. Здесь есть азербайджанцы, которые тоже работают напрямую с типографией. Они обычно типографию, они в основном всю забирают. То есть они работают через самые выгодные условия у них. Они у азербайджанцев закажут, и это поедет домой. 14 тысяч экземпляров тетради по обучению арабского языка. То есть это значит усиливается. Брать русский мор, нужно забрать из Турции 1000 Коранов, брать чеченцы, где вы можете? Вот, пожалуйста. Турция, وانا هذا نحكي بوحاف بوسي شو بريانش مغيتا نينا شو نحكيت ما بعرفش تاجم سم دولش شو خوبشي يا غاسي عربو تعويش واتو دنيا ده تاجم ادمش ليش دا ساعه سما دولي شاين تي просто وخيش تي اصلا يزدك مودو تاش نحكي شو تا نحكي موخل غاس تشو عربو تشو موعيه وات نحكي شو شيكابيك مахбат شو تناخش اش лоузой что Идик Эвора, Маршо. Вот подписываюсь под каждым словом. Лайм, это как бы прописи, да, получается? Да, сейчас он мне объясняет, оказывается, это обучающие прописи арабского языка. Это вот Да, чтобы да, дети для начинающих, да, для маленьких, начинающих, да. дети умели писать. Просто люди на этом деньги зарабатывают, конечно. И доктор умада всегда. Нет, я не И сам говорю, долгом что это это деньги. бизнеса. Я не говорю, الله что это نتوتيقا бизнеса. احنا Я شي говорю про بزنس شي запрос. فينانس Это же Лайн, запрос. الله نتوتش متى الله بعد يشتغل Лайн, Лайн, 14 тысяч тетрадей, это букварь. ни о чем для республики. Это букварь арабского языка. Хухенс, первоучитель, да, произношение буквы, учить муалим. Это учение сани и хрюк термот, букварь. Это, во-первых. Во-вторых, в общем, все, кто живут за пределами Чечни, я так думаю, что лет через 10 нам надо будет сначала поехать в арабские страны, выучить арабский язык, потом ехать в Чечню, чтобы понимать, о чем там вообще разговаривают. Вот, князь, Адешин, ты твой, так? Князь, а ты представь, если бы эти усилия прилагались, чтобы чеченский народ, Карабах, Ишталар, Ишталар, Станах, Бала, Нохтимот, Мян, Киет уровня, Хербарел, уверен, упса. Это, Орта, диктас бел Муаттер Барка, Иштах, Чадух, Иштрит, Дух, Ишт, без Муат, Бушун, Дейлер, Бушун, Харбох, Ишт, Базбин, دشي محسن ليلواش بلا وينك مبر بس شينك هما ياتبوش بس هذاش يندال عبل بول هو دنيا انت اوغر قين مواتبات اوغر قين قين موات بوش قين موات بوش يندال بقع بويتش هارتنو ويش وات هاردو نحبيوش غيق دوش ادمل لحاتبوش بورشل دوينو تاهم تاكاتشتو نوختل دول تاكاتشتو يوت نير مواتبات بس بين بايتن الله يا اصبر تروح مصر ارجع بيتر بوش بوش بس هذا اكروش اجو تيشات يا شيء مصر هم وعاتي الله يشفي يلش نوختي بو يا داتر просто я датер انا دويتش خزيتا Ну да наоборот, войну, чума, табах, мы будешь окончательно мершо. Они хотят, чтобы мы окончательно арабами даже по языку стали.
и диаспору финансировать диаспору. Скажите, в какой-нибудь из европейских стран есть арабский язык также в школе общеобразовательной? Скажите, кто-нибудь знает? Арбуашан тена ашан вай жуктиба тар муазтар ди духван. Иншаллах рахман да мула Кришна сму олта сон массу матай дух ва ин Иисус атта сутага духа массу кипа чао йокшун وشون جوكت شو موازدة دو العطلة تقامش عندين دو شو ناخيوت خمشيارش. Скажите, в какой-нибудь стране есть еще арабский дополнительный, кроме арабских стран, в школах? Нет, чтобы я знала. Здесь, чтобы я слышала. Это Германия, да, сейчас говорит? Да, Германия? ну, во всяком случае, в том городе, в котором мы проживаем. Но ты можешь учить арабский любой язык. Образовательная одна, единая же, правильно? Да, программа одна, но здесь очень много же частных школ. Эти частные не школы, про они частные, должны... Я говорю про государственные, общеобразовательные школы. Большинство детей куда ходит? Есть ли общеобразовательные школы? Нету. Там нормально 3 языка у них идет параллельно со своим родным языком. Вот, английский и 2 других каких-нибудь языка. Просто шок у меня есть. Пока никто опять не здесь. Где ты это прочла? Источник назови мне. Может быть, вообще не стоит на это обращать внимание, потому что люди влажные мечты, так сказать, некоторых этих исламских Сейчас я тебе скину, и в письменный чат наш скину я. Флайн, ты давай не шокуй, а учи арабский язык. Я осман абит муаттер Можешь сразу китайский. Можешь сразу китайский учить лучше. Да, особенно шахата, до таудырен да сам я осман я хор батсун батс. Окей-то, прием. Арбой муаттер да амса бич я осман чутер ваты сахич. Вац. Сега, переводчик везгу. Del hor qaman shirshi wite muach shusam da ishlis hor qaman shirshi del uqta. It's ala diazo di shluха. Шутками, но представьте, он с 1 сентября до июля шел 0 класс халила, я 1 класс халила. И цан, вы даже нахчему